Наверняка слышали в сводках взрослых новостей, что кто-то проваливался под лед, что рыбаки уплывали на льдинах и прочие ужастики. Со всем этим справляются спасатели. У них как раз начинается сезон. Зима вроде бы вступила в свои права и затянула водоемы кромкой льда, но этот лед обманчив. Служба спасения настоятельно рекомендует не гулять вблизи рек, озер и не приступать к зимней рыбалке. А нам, детям, и вовсе без сопровождения родителей не находиться в подобных местах. Служба 112 уже спасала с хрупких дней нерадивых рыбаков и рисковых ребят. Вы верите, что вас в любом случае спасут? Ну да, сейчас же технологии вон какие. Для того, чтобы показать, как они работают, в каких экстремальных условиях. Они организовали для главных телеканалов Республики учения, пригласили добровольца-блогера, который согласился нарядиться в специальный костюм и провалиться под лед. Юные корреспонденты «Горы новостей» тоже на передовой событий. Арслан, как ты думаешь, нужно ли проводить со школьниками беседу со спасателями? Мне кажется, что да, ведь школьники могут и не знать этих, хоть и простых, но очень важных правил. Сейчас мы находимся на съемках, хоть они и постановочные, но тут мы узнаем, что произойдет, если вы будете себя небрежно вести на льду. Для того, чтобы спасти одного человека, понадобится столько снаряжения. Сначала кинолог с собакой ищет пропавшего. Собака тоже полноправный спасатель. Ее задача по запаху определить, в каком месте водоема утопающий. Знакомьтесь, это Торин, спасатель, без которого не обойтись на месте происшествия. Действовать нужно быстро. В холодной воде человек может продержаться всего несколько минут. Какая польза от этого мероприятия именно тебе? Это сложная операция по спасению человека, но в реальной жизни они так быстро не смогут приехать и спасти. Тебя может занести течением под льдину, и у тебя будет обморожение. Для того, чтобы спасатели сами не провалились под лед, у них есть вот такой вот транспорт. Судно на воздушной подушке. Очень мощная машина, которая может передвигаться не только по воде с выходом на берег, но и по снегу, и по плавающим льдинам. У этого катера есть и еще одно важное для спасателей качество – способность сохранять устойчивость. Когда приходится, например, передвигаться по корпусу и доставать тонущего из воды. В день учения спасатели прикатили нас с ветерком, мне очень понравилось. Для нас это было целое приключение. Чтобы ваша прогулка не обратилась в трагедию, не надо гулять вблизи водоема. Ежов Тимур, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.